Евгений Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Нарушение сроков реализации программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья отмечено в 10 районах Якутии, в 3 возбуждены уголовные дела. Кто конкретно отстает, по какой причине? Ну и главный вопрос, успеем ли все-таки до 1 сентября? До 1 сентября этот срок никто не отменял, и, соответственно, республика сейчас прикладывает все усилия для того, чтобы мы успели завершить эту работу. Несмотря на то, что по итогам первого полугодия 2017 года у нас есть отрицательная динамика по сравнению с 2016 годом. Для этого есть ряд объективных причин, в том числе и причины, связанные с финансированием, но при этом правительством была проведена работа с застройщиками и с муниципальными образованиями, и мы рассчитываем успеть в установленный срок выполнить эту программу. Более 30% пострадавших от паводков до сих пор не получили материальную помощь. Такие данные приводит прокуратура. С чем связана задержка и в целом, когда пострадавшие все-таки получат денежную компенсацию? На устранение последствий паводка республиканским бюджетом уже направлено финансирование в размере порядка 150 миллионов рублей. Из них порядка 5 миллионов предусматривается на выплату компенсации. Оценка ущерба, она в первую очередь должна быть, собственно, проведена, потому что это является основанием для определения сумм материальных компенсаций. Но для того, чтобы определить ущерб, собственно, паводок сам должен спасть. К сожалению, мы наблюдаем, что в 2 населенных пунктах не произошло. Сформированы комиссии, которые должны оценить размер ущерба. И после, соответственно, установления их размеров оплата будет выполнена в полном объеме. Природные пожары в регионе продолжают бушевать. Ваша оценка сложившейся ситуации и какие сложности возникают? Сложности для нас, наверное, они традиционные. Большие объемы лесных массивов, фактически неконтролируемое воспламенение, формирование новых очагов пожаров. За этот сезон уже было установлено порядка 208 очагов пожаров. Большинство из них, конечно, ликвидированы. Из них порядка, по-моему, 21 были действительно пожары, угрожающие населенным пунктам. С учетом текущего сезона, жаркое лето и наличие порывистого ветра, фактически сформировало ту основу, почему мы были вынуждены в начале июля ввести режим чрезвычайной ситуации. И исходя из этого мы получили, соответственно, федеральную поддержку. Проблемы формирования пожаров, в том числе и то, что находит каждый раз серьезный такой социальный отголосок в городе Якутске в связи с задымленностью, они были, есть и будут. Живя в тайге, с наличием таких массивов, мы никуда не уйдем от этих пожаров. Только силами республики это невозможно предотвращать и в полной мере локализовать, но и на федеральном уровне это было услышано и увидено, и в соответствии с этим было соответствующее решение принято, поэтому филиал авиалесохраны со следующего года будет функционировать у нас в республике. Ну что ж, Евгений Алексеевич, огромное спасибо, что согласились встретиться с нами. Спасибо вам.